15 марта. Выезжаем из города Якутск с семьей Коньковых. Игорь, Наташа, детки там тоже где-то сидят. Алиса, привет. А где Ксюня? Ксюня, привет. Помаши нам. В общем, сегодня мы решили, резко собрались, едем на Ленские столбы. Сегодня у нас открытие «Дети Азии», международных игр юношеских. Зажжение огня будет, там хоккеисты, олимпийские чемпионы приезжают. Кто там вообще будет? Фетисов? Кто-то еще? Мы резко собрались, на самом деле. Ну, Фетисова хотя бы знает. Да. Я не особо фанат хоккея, но время уже 10:30, зажжение огня в час. И вот Игорь сел за руль, говорит: ну-ка, дай-ка сюда. Я покажу тебе, как надо ездить по Якутску и окрестностям. Успеем, Игорь, к часу, как думаешь? Постараемся. Это все от дороги зависит. Я переложил ответственность на тебя. А я поэтому могу спокойно сидеть и снимать красоту дороги до Ленских столбов. И покажу вам. Оу, Игорь, аккуратнее. Че ты? Нормально. Сейчас ты увидишь, как я здесь по гравийке летаю. По гравийке вот это вот... Не надо! Я же научился водить, когда асфальта не было еще. Ты же здесь ездил вообще, когда еще только в городе был асфальт, да? Ну, в городе, да, временами там. И то тут, то там. Не весь город был асфальтированный, как сейчас. Ну, погнали! И тут пошла музыка. Да. Хотя час 17, но они не должны. Подожди, мы поехали, это Тумул уже, да? И вот этот, у тебя поворотник вот с той стороны. Игорь сел на левый руль. Ну, ты ни разу всю дорогу не включил поворотник, кроме всего. Этот дворник сейчас только. Вот Ленские столбы уже. Вот они. Что-то дорога так пролетела. Сколько мы ехали? Сейчас время 1:15. Церемония зажжения огня должна быть в час. Успели мы, не успели, как думаете, ребята? Давайте погадаем. Не, по времени-то успели, просто остановок много уже было. Ради нас позадержались там, чтобы огонь зажигать. Вот же все остальные подъезжают. Я думаю, да. Добро пожаловать на Ленские столбы зимой. Всегда приятно сюда приезжать. Летом подъезжать на катере, на катамаране, а вот зимой. Ехали мы по Зимнику. Это зимняя дорога на льду сделанная. Вон там, дочь, мы с тобой наверху были, помнишь? Вон туда, смотри, на скалы наверх. На самом верху мы с тобой были. Мест парковочных сейчас нам показывают туда, да? Давай. Здесь спортсмены, дети Азии со всех улусов. Чего? Тут смотри, еще места полно. Здесь много. Переживали, что не запаркуемся. Да? Видишь, еще не началось, походу. Отличное место. Прям с видом шикарно. Республика Саха-Якутия, национальный парк Ленские столбы. Земля, хранительница древних традиций и уникальных культурных ценностей человечества. Настал день священного таинства, зажжение огня 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Дорогие друзья, от имени всего добросердечного народа Саха и всех жителей Якутии мы горячо приветствуем всех гостей, прибывших к подножию величественных Ленских столбов. Древние каменные исполины за миллионы лет стали свидетелями многих загадок мироздания, исторических событий и явлений, потому они издавна считаются священными,
относятся к числу мест особого поклонения. И сегодня у матушки реки Лены на сакральном средоточии земли Володухов состоится событие, которое возвестит миру о скором начале 8-х игр «Дети Азии». Руй Айкал! Айкал Мичей! Айкал Мичей! Туско! 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 Огонь игр «Дети Азии» зажжен. Пусть сокровенный алтарь чистые помыслы приумножит. Далеко текущийся благоуханный дым защитой нам станет. Искры священного огня высоко вознесутся, возвещая мир о начале новых 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Успели? Республика Сахалинская является исторической родиной игр «Дети Азии». Именно в Иркутске в далеком 1996 году по инициативе первого президента Республики Сахалинская Михаила Ефимовича Николаева впервые состоялись международные спортивные игры «Дети Азии». Они зародились в знаменование столетия современного олимпийского движения. Дети Азии сегодня это поистине масштабное явление современной России, которое объединяет тысячи детей из разных стран мира вокруг спорта. Местность поражает красотой природы, своими традициями и добросердечными людьми. Пусть эти места непременно оставят неизгладимые впечатления и желание вновь посетить его. Дорогие друзья, у народа Саха издревле существует традиция скреплять дружественные отношения круговым танцем Асуохи. Пусть он станет символом нашей бесконечной дружбы, любви и понимания, радости и счастья. Деткам сделал, да, Игорь, подиум? Смотри, оттуда скоро. А, оттуда? Ну ты хитрец. Ну то дети будут спокойно. Танцевать пойдем? Стоять и Хоккейный матч с участием легенд советского и российского хоккея. Мы надеемся, что теплая дружеская атмосфера матча надолго зарядит вас оптимизмом и энергией и положит начало новым отношениям, основой которых станет сотрудничество и взаимопонимание. Мы уверены, что эта встреча станет добрым предвестником больших и успешных начинаний во благо развития нашей огромной страны. Игры «Дети Азии» — это акция развития спорта, укрепление межнациональных, межрегиональных и международных связей, приобщение к мудрости северной природы. Якутия — самая северная часть Азии, где соседствуют вечные льды и палящее солнце, где в природе происходит вечная борьба, воспитывающая силу и выносливость, где выдержка, готовность к борьбе и стремление к победе означают жизнь. Разрешите озвучить составы команд. Легенды хоккея.
Фетисов Вячеслав Александрович. Коваленко Андрей Николаевич. Миронов Борис Олегович. Гусаров Алексей Васильевич. Буцаев Вячеслав Геннадьевич. Давыдов Евгений Михайлович. Гимаев Ирек Фаритович. Шепелев Сергей Михайлович. Багалий Анна Ивановна. Починок Наталья Борисовна. Также в составе легенд играют воспитанники школы зимних видов спорта. Дети 2010-2011 годов рождения. Итак, уважаемые любители спорта, мы начинаем хоккейный матч Лига Мамонта с участием легенд хоккея и сборной Республики Саха-Якутия. Давай, молодец! Остановись, давай! Во-во-во! Один на один, да. Опа! Кирилка, давай! Молодец! 6-6! Последние 2 минуты матча. Фантастически красивый праздник получился. Да, детям Азии жить, быть, развиваться. Мы все для этого сделаем. Мог ли я себе представить, пацан с окраины Москвы, что я буду у Ленских столбов сегодня играть против крутых ребят? Спасибо вам. Ух ты, малыш, пока! Давай, вот красавец! Опа! Спасибо большое. Спасибо. Скажите, как вас зовут? Кузьма Ефремов. Канал также называется, да, ваш? Охота Кузьмича Лютинга. О, здорово. Ага. Подписывайтесь, да. Ставьте лайки. Все как надо. Как? На Ленские столбы. Автопробег, да, вот. Ну, он был у меня уже 2 года назад. Ну, я не расклеиваю, мне нравится наклейки. Приятного аппетита! Великий режиссер, аниматор. Благодарю. Каких людей я встретил? Ну, мы уже виделись, У ладно. него сейчас в данное время идет 17 по... Какой, Игорь, напомню? Фильм, вообще фильм шикарный. Позавчера буквально смотрел его сам. Там много чего в моих нервных окончаниях сыграло. Воспоминания, да? Воспоминания, да. Ну, очень-очень-очень хочется туда вернуться. У меня вот такие эти были, как я только посмотрел. В Лене сейчас будет 21-го. На большом экране это просто, это, значит, надо смотреть. Игорь Ермаков. Да, приходите. Или просто Эркен Петюшки. Вот. Иди кушай-ка. Окей, давай, чай. А мы там тоже поляну накрыли. Спасибо. Я хотел просто снимаю это. Расскажи, какое у вас сейчас путешествие длинное и невероятное происходит. У нас сейчас происходит путешествие Россия 360. Это проект проехать на колесной технике российского производства через всю Россию вдоль границ, то есть вдоль границ Российской Федерации. Сейчас у нас идет арктический этап. Мы 25 января стартовали в Мурманске, и вот за 55 дней доехали до Тикси. Ну, вот 2 месяца доехали до Тикси. У нас арктический этап идет как бы
на 3,5 месяца рассчитаны. И одним махом у нас в команде 12 человек. Периодически у нас меняется коллектив. Основной костяк это 5-6 человек. У меня сейчас неделька отпуска, так как мы в Якутию приехали. Я вчера только прилетел с Тикси и не мог приехать домой. А тут какой-то такой праздник попал. Ну, какие-то дела, и обратно улетаю туда в проект. Вот так Россия 360 выглядит. Таких. Как мы здорово. Я даже не знал, что Мирлан приехал, и просто мы даже рядом запарковались тут через две машины. Случайно подошел к машине, смотрю, я даже не поверил своим глазам. Ты же должен быть там. Я твою машину видел, поэтому припарковался рядышком. А, все так, знаешь, это не судьба, а это ты. Я-то все, блин. Ну, давай кушай. Ладно, Давай, Игорь, приятного аппетита, спасибо, давайте. Шашлык стоит, говоришь? Да я и там поел шашлык с Мирланом, чуть-чуть, да. Приятного аппетита всем. Вкусняшки. Главное, чтобы детки были сыты. Ой, молодец. Лук любишь, да? Здорово. Витамины. На фоне ленских столбов шашлыка поесть, да? Здорово. Что, Мирлан с кем семьей, да? Вечереет. Пора домой. Да. Да? Что, друзья, вот и завершилось наше сегодняшнее мероприятие. Мы даже не поболтали нормально. Вкратце можно рассказать. Вообще, Дети Азии — это очень такие ценные и важные для Якутии мероприятия, придуманные еще первым президентом Якутии. Дети Азии, да, раз в 4 года проходит, и сегодня вот 8-я, да, по-моему, была вот это. Да, и получается, они раз через раз уже. Раньше, когда начало шли Дети Азии, они каждые 4 года были у нас в республике. А потом, так как они стали международные, ну, они же международные, и начали уже 4, ну, раз через раз было. Вот в этом году у нас, короче, здорово. И Да. какое-то жизнь. Поэтому это особо у всех якутян отношение к этому. И вообще это важно для развития нашей страны в целом, любые такие мероприятия, которые приобретают международный масштаб. И вот Дети Азии — это юношеские детские соревнования спортивные, которые будут проходить в июле, летом. Но сейчас церемония зажжения огня, она всегда вот проходила за здесь. 100 дней, на да. Ленске, за 100 До дней. Дети Азии обязательно. За 100 дней, да. Факел Олимпийский, ну, Дети Азии. И в этот раз впервые хоккеисты такие именитые приехали, да? Вот вообще здорово. Вот, увидеть ветеранов своими глазами хоккея, советского еще хоккея, это было здорово. И даже вот Фетисову пожать руку, он приезжал мимо, вот вообще класс, необычное чувство. Спасибо, что вы меня вытащили, ребята, просто меня чуть ли не за шкирку из дома. У меня настроение такое, честно, не для съемок не очень, но спасибо вам на самом деле. И проветрился, вообще съездили на Ленские столбы, и вот такие мероприятия увидели. Ну и, возможно, что-то нормальное снял. Возможно, я не знаю, кстати, что там. Бегал туда-сюда, Будешь прибежали. потом бегать, монтировать. Да. Ну, ладно, давайте все, прощаемся, всем пока, мы поехали домой. Давайте. Спасибо вам за компанию, девчонки. Пока, скажи, Ксюша. Пока-пока. Вот, все. Давайте. Приходите на фильм, если он еще идет. Когда я выпущу, не знаю.